30 марта 1920 года в статье «Правда одному в пользу, а другому во вред» газеты «Апсны» Дмитрий Гулия писал: «Вот уже много лет кряду, постоянно на многолюдных сходах, в выступлениях многие утверждают, что в Абхазии проживает около 33 тысяч абхазов. Как это понимать? По данным энциклопедического словаря 1910 года в Абхазии проживало 70 тысяч абхазов. По Константину Мачевариане 82 900, по статистике 1916 года 91 тысяча. В настоящее же время абхазов около 100 тысяч. Что это за люди, которые не могут отличить 100 тысяч от 33 тысяч? Если не знают, почему бы им не обратиться к кому-либо из абхазов или в литературу заглянуть? Почему они не стыдятся за умышленную ложь?» Конец цитаты. 30 марта 1921 года Ревком Абхазии принял декрет о школах. 30 марта 1962 года в газете «Советская Абхазия» был опубликован знаменитый снимок Семена Короткова «Свидание с сыном через 20 лет». Военный корреспондент Коротков сфотографировал отважного моряка Алексея Аршба буквально за день до героической гибели в Севастополе. Затем он 20 лет искал родственников погибшего, чтобы передать фотографию. Поиски привели, наконец, в абхазское село, где он и вручил матери драгоценную фотографию. Писатель Георгий Гулия так прокомментировал фотопортрет: «Коротков сумел запечатлеть то, что невозможно передать никакими словами. Не горе одной матери солдата, а нечто большее – скорбь матери всего человечества. Это выдающееся произведение фотоискусства я бы так и назвал – скорбящая мать человечества». 30 марта 1971 года образован Союз композиторов Абхазии. 30 марта 1993 года Верховный Совет Республики Абхазия обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой выступить в качестве посредника в урегулировании грузино-абхазского конфликта. 30 марта 1999 года президент Абхазии Владислав Ардзинба принял находившегося в Сухуми с частным визитом экс-премьер-министра Российской Федерации, уроженца Абхазии Сергея Кириенко. Я приехал на свою родину, поэтому для того, чтобы вернуться к себе домой, не надо целей специальных. Я очень рад такой возможности. Во-первых, здесь похоронены мои родственники. Сегодня у меня была возможность сходить на кладбище, и просто пройти по местам своего детства. И, конечно, для меня очень важно было иметь возможность сегодня подробно поговорить и с президентом, и с председателем правительства о том, что должно происходить в Абхазии, какова здесь может быть роль России. Конечно, меня в первую очередь интересует экономика. Нормальная жизнь может быть только тогда, когда работает экономика. Я за самостоятельную, свободную Абхазию, но всегда у меня возникает большой вопрос, в первую очередь, для чего это нужно? В первую очередь это нужно для того, чтобы люди нормально жили. 30 марта 2002 года Владимир Жириновский предложил ввести российские войска в Абхазию. По мнению Жириновского, Россия должна вводить войска в Абхазию по просьбе ее правительства и таким образом блокировать конфликтную ситуацию в регионе. 30 марта 2009 года Центральные избирательные комиссии Абхазии и России подписали соглашение о сотрудничестве. Мы готовы поделиться с Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия тем накопленным опытом, который есть у нас. Нам дают возможность воспользоваться этим опытом. Первое. Второе – это наличие у Центральной избирательной комиссии России своих институтов, которые разрабатывают законодательство, изучают все проблемы, связанные с избирательным правом. Для нас, конечно, это будет большим подспорьем. Я думаю, они с нами поделятся в этом плане. 30 марта 2010 года в Женеве состоялся 10-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Юго-осетинская и абхазская стороны выразили обеспокоенность в связи с затягиванием выработки документа о неприменении силы. Российской делегацией был представлен компромиссный проект документа. 30 марта 2011 года Совет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией и Южной Осетией о безвизовом режиме на срок до 90 дней.
30 марта 1926 года родилась Нина Лакоба, кандидат филологических наук. В Сухуме она проживала у старшей сестры Ксении Лакоба, муж которой, Михаил Чалмаз, нарком земледелия, был репрессирован, а сама сестра подверглась тюремному заключению. Нина, будучи 12-летним ребенком с малолетними детьми сестры, вернулась в Лыхнинский отчий дом. Выпускница Сухумского государственного педагогического института имени Горького, в разные годы была преподавателем русского языка и литературы, младшим, а затем и старшим научным сотрудником Абхазского института языка и литературы. В 1969 году в Институте мировой литературы имени Горького защитила кандидатскую диссертацию «Жизнь и творчество» Самсона Чанба. 30 марта 1938 года родилась Наталья Когония, кандидат филологических наук. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Имя прилагательное в абхазском языке». С 1979 года Когония – доцент кафедры русского языка Абхазского государственного университета, а с 1994 – заведующая кафедрой русского языка. Успешно прошла предзащиту докторской диссертации по одному из актуальных направлений языкознания – конструктивная лингвистика. Спустя 2 месяца ее жизнь оборвалась. 30 марта 1955 года родился Теймураз Чамагуа, заслуженный артист Республики Абхазия, награжден орденом Ахтябша 3-й степени. Выпускник Тбилисского театрального института имени Руставели, актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Первая главная роль актера – сказочный герой Ахра в спектакле «Дочь солнца» Нелли Тарба. В 80-е им сыграны главные роли в спектаклях, которые, по мнению критиков, стали этапными в истории абхазского театра. «Принц Сигизмунда» в «Жизнь есть сон Кальдерона», «Кассио» в «Юлии Цезаре Шекспира» и другие. В актере Теймуразе Чамагуа сочетаются романтическое начало, легкая ирония и душевная открытость. خسيت حسر حولي نالوا ورادري حسير يسلو وحشاتم خو تشل دسلا ينحلم سوا ويحخ زشكا يا حمدنا خعز قشكا. 30 марта 1963 года родился Джон Кварацхелия, герой Абхазии. С первых дней войны в рядах абхазского ополчения был бойцом группы «Эвкалипт». Принимал участие в боевых операциях по освобождению Гагры, был награжден медалью за отвагу. Принимал участие в январском и мартовском наступлениях на Сухум. Был командиром роты 1-го батальона 2-й мотострелковой бригады. Во время боев за село Яштхо, встав впереди роты, личным примером поднял бойцов в атаку и, прорвав вражескую оборону, обеспечил выполнение поставленной задачи. В одном из боев Джон Кварацхелия был смертельно ранен. 30 марта 1970 года родился Беслан Цвижба, генерал-майор Вооруженных сил Республики Абхазия, кавалер ордена Леона. Во время грузино-абхазской войны воевал на Восточном фронте. Был командиром роты спецподразделения «Сова», командиром роты «Малыш» имени Мушния Хварцкия батальона Апсны. Участвовал в освобождении сел Цхинцхар, Лабра, Кындых, Кочара, Цагера, Тамыш и другие. После окончания войны Беслан Цвижба продолжил службу в абхазской армии. Был начальником войск ПВО, начальником разведуправления Генштаба Вооруженных сил Республики Абхазия, является первым заместителем министра обороны Республики Абхазия. За последние 10 лет в день 30 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2011 году, это 16 градусов. Самая же низкая в 2014 году, -1 градус.